Я там зайца подстрелил. Я больше зайца целиком в тандыре не буду. Друзья, воскресный день чудесный в Якутске. Появились первые морозы. Вот на днях был за 40. Это значит ниже 40. Даже дети один день не учились, активированный день был. Собственно, мы сегодня сюда приехали на наш знаменитый рынок. Самый холодный рынок в мире, представляете? Мы сегодня здесь поохотимся, так сказать, по-городскому. Будем готовить для вас рецепт зайца кобах в тандыре. Представляете, в минус 40 в тандыре. Пойдемте поохотимся. Обилие рыб, конечно же, они вот так все стоят стаймя. Ну и еще всякие дичи много. Вот они, наши кобахи. Сейчас спросим, откуда они. Ух ты, какие у вас красивые тортики появились. Здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Какие люди. Как у вас? Как у вас дела? Все отлично. Как у вас Да, торговля идет? Все хорошо. Якутский торт. Ага. Торт, точно. Зайчики откуда? Зайчики с Кобяя привезли некоторые с Арутаха и белюцкие некоторые. Сколько нынче зайчики? Ну, 2 500, говорю, 2 даю. Ага. Ну, скидочка. Без шубки нету, да? Без шубки нет. Ребята, смотрите. Вы видели когда-нибудь вот такого карася? Просто. Ужас. Это карп какой-то, блин. Очень много разновидностей рыб. Это все местная рыба. Чир для строганины, караси разного калибра. Вот эти большие, вот эти средние, вот такие размеры. Кстати, у меня есть на канале, как их фаршировать. Очень вкусно, кстати. И вот для жарки. Сельдь, минтай, красная рыба. Это не наша, привозная все. Да, друзья, как вы видите, у нас на рынке не только большое обилие всякой дикой дичи, в хорошем смысле этого слова, но большое обилие, большой выбор мяса местных. Жеребятина, говядина. И пойдемте, как их продают, как они разложены, какая красота вообще. Это мясо, это мое. Я могу в этом мясе всю жизнь побыть. Смотрите, как красиво распилено, жеребятина, ребра от жеребятины. А язык почем? Откуда она? Это Новосибирск, там вот Ну, местные. это не у солдан, я вижу, что не у солдан. Вот местные. Местный. Вот они. Да, Вот. эти. Ага. А я местный почем? 2,5. 2,5. Харта, кровяная колбаса. Кровяная, свежая, позавчера делали. Вообще красота. Фарш говяжий, внутренности жеребенка, сердце жеребенка, диафрагма. А это язык откуда? Местный, да? Нет, не местный. Кобылы? Сколько стоит? 1000 рублей. 1000 рублей? Давайте я одну возьму. Вот этот и возьмем. Не удержался. Мне нельзя запускать мясной ряд. Язык говяжий очень дорого стало, местный, 2500 за килограмм. А кобыл язык, она не так популярная, но она не значит, что она невкусная. Она очень вкусная. Даже, мне кажется, вкуснее, чем жеребячья. Пока что не популярная, поэтому она цена такая, нормальная. Все, пойдемте. Я там зайца подстрелил. Вот этого зайца мне. Так, вот, ребята, охота у нас прошла успешно. У нас есть все, что нам надо. Поехали его теперь приготовим. Так, зайчик на базе. Кобах немножко отошел. Ножки двигаются. И можно его уже разделывать. Давно, чтобы не снимал зайца. Но руки должны помнить. Делается разрез здесь. Чуть-чуть открывается и все просто. На словах. Немножко. Так. Всю шерсть, которая у нас налипла, мы будем вот такой с помощью тряпочки можно
Все вот так убрать. У нас рецепт будет запекания в тандыре. Мы с Тушкой сейчас ничего не делаем, просто начиним его гречкой. И рецепт у нас будет называться «Зайчик по-царски». Расчехляем тандыр. Сзади вот это дело, наверное, как его было. Так, открыли. Все хорошо. Готовим начинку для зайца. Для этого нам понадобится 2 луковицы, морковка и помидорка. Ставим сковородку на огонь и начинаем резать. Лук режем кубиками. Все просто. Все овощи нарезаем таким кубиком. Чуть-чуть поприпустим на горячем масле. Потом добавим гречку. Это некий такой гречневая каша. И этой кашей мы сейчас начиним нашего зайчика. Морковкой то же самое. Режем на кубики. Солим, размешиваем. Надо поджарить до золотистой корочки. Тогда мы добавим молотый чеснок. Копченая. Ароматику вкусовые придает масло лук. Лук, когда до золотистой жаришь, лук, когда начинает только выделять сахар, он ароматизирует масло раз, и вот, во-вторых, когда его жаришь мясо, уже он своим ароматом делится с другими продуктами. Самый пряный такой из овощей, поэтому лук правильно жарить первым до золотистости. Лук у нас уже покраснел, это значит, что у нас выделился сахар, поэтому уже добавляем дальше морковку. Сразу же к морковке отправляем копченую паприку и молотый чеснок. Молотый чеснок, она очень хорошо будет работать в нашей каше. Помидорки тоже кубиками. Морковку до конца не жарим, она должна быть чуть полусырая, чтобы она еще запекаться будет вместе с гречкой. Отправляем помидорочки. Посуда такая очень удобная. Мыть фрукты, там, крупы, овощи.
Особенно такие там, как виноград. Все, помыл. Все, она высадилась. На этом этапе надо чуть-чуть подержать, чтобы помидорка немножко поджарилась. Иначе будет такой кислинка помидора передастся. Если чуть-чуть она поджарится и наберет аромата от копченой паприки, это будет уже совсем другая вкусоматика блюда. Вообще в кулинарии есть такое понятие, как жарить, ну, как бы продукты до какой-то степени. До какой-то степени получаешь, жаришь, она будет там сладковатым ароматом. В какой-то степени жаришь, она будет кисленькой. Очень много значений имеет, на какой температуре жарить. Ну, допустим, если вы хотите там для плова или вот такого гречневого плова делать, надо жарить всегда на высоком огне. Отправляем гречку в сковородку. Я гречку даже просто когда отдельно готовлю, без всяких овощей, я все равно в сковородке его чуть-чуть поджариваю и кипятком заливаю, ровно чтобы она ее закрыла. Ну, вот такая рассыпчатая получается. Ну и рис тоже никогда в воде не варю. Кипяточком. Отрываем от сердца сюда. Вторая почка где? Вторая почка здесь. Вот это все у нас снаружи пойдет. Так, друзья, у нас все готово. Фаршировать зайца. Смесь, обсыпка готова наружная, зубочистки, ложка и наша гречневая каша. Она полуготовая. Тут черный перец, соль, паприка и сушеный чеснок. И вот этим делом нам надо чуть-чуть внутренности посыпать, чтобы внутри тоже мясо было вкусным. И теперь отправляем нашу гречневую кашу вовнутрь. Напомню, мы с тушки все убрали внутренности, промыли, прочистили. И теперь очень важный момент. Надо туда отправить столовую ложечку сливочного масла. Сливочного под рукой не оказалось, но есть топленое. Разницы нет. Чтобы она сухая не получилась у нас. И вот это все дело мы берем так. Зубочисткой. Раз. Оп. Так и сюда. Оп. Закрыли. Так, сюда еще чуть-чуть. Раз, два. Все. Мы закрыли. И ничего, наша гречка никуда не денется. Как будто так и было. Мы сейчас вот так, в таком формате завешиваем. Пряной присыпкой снаружи все присыпать. Там не перестарайтесь. Заяц очень нежное мясо. Очень диетическое. Она не любит очень много всяких специй, поэтому только соль, черный перец. Все готово. Вязка обычной проволокой. Мы обвязываем нашего пациента, нашу тушку таким образом. И все. И вот так мы его сейчас на крюк тандыра подвесим. И у нас там будет готовченко. Буквально там, я так думаю, минут 30. За полчаса приготовится.
Кролик нежное мясо. Зайчик, то есть. Проверим наш тандыр. О, стенки уже белеть начали. Все почти готово. Сейчас выносим зайца и закидываем. Макс! Дай зайца сюда. Вкусняху сейчас пойдем в тандыр закинем. Иди сюда ей. Открываем. Опа, тандурик. Красота какая. Чтобы сразу ультрафиолетом не жгло, берем горсточку снега. И вот так делаем. О, теперь нормально. Щибиди-биди-па-па-па. Опа. Зайчик пошел. Закрываем заслонку. Все. Минут через 30 у нас она успеет приготовиться. А пока пошли домой. Чё, в холоде стоять. У нас прошло, друзья, буквально где-то полчаса. Мы готовы доставать нашего зайчика. Я сам еще не видел. Давайте вместе с вами. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ох, она закоптилась-то как. Короче, друзья, я больше зайца целиком в тандыре не буду. Как-то она. Ну, я вас уверяю, это очень вкусно. Пойдемте разделывать. Ну что напоминает? Это бегущего верблюда спортсмена. Оформим красиво. Было, хочешь, я тебя напугаю? Как я говорю, я больше зайца в таком виде не буду готовить. Выглядит, конечно, не очень так, но вкусовые, я вам скажу, это точно нормально будет. Тут аромат стоит бешеный. Она такая успела еще подкоптиться. Такой с дымком. Так, все это привязку убираем. И сейчас мы его разделаем и красиво оформим. Если хотите ввергнуть в шок ваших гостей, вы можете смело заносить такое блюдо прямо еще на палочку. Там. Приготовилось очень все шикарно. Берем, разделываем. Раз. Два. Это сюда. Прям так. Надо снять пробу, наверное. Берем, отрезаем и пробуем. Очень нежная, но как будто чуть-чуть суховатая и немножко пряностей как будто не хватает. Как будто маринад не успел прыгнуть. Попробуем гречку. Помните, мы туда гречку начинили полуготовым. Гречка бомба. Гречка вообще 10 из 10. Чтобы моей ошибки у вас не было, ребята, чтобы мясо вот таким чуть-чуть суховатым не получилось,
Я так думаю, что его надо в фольгу завернуть и потом в тандыр уже. Либо в духовку. Но мясо очень нежное. У зайчика мясо нежное, но у него есть такая особенность, если ты неосторожно его готовишь, она сухим будет. Ну, давайте вырезку попробуем для приличия. Вот тут она нежная, сочная. О! Вырезка топ. Так, спинная шерсть, видите, весь жир стекалась туда, и вот она напилась этого сока. А ножки как вот так висели и подсушились. Друзья, на этом мы с вами прощаемся до следующих роликов. Ставьте лайки, подписывайтесь и кушайте вкусно. Пока-пока.